Приветствую всех на игре «Города-реки». Наверняка многие из вас в детстве играли в эту замечательную игру на бумаге. Мы решили, что придавать забвению такие полезные и интересные занятия никак нельзя. Ведь эта игра имеет массу достоинств. Помимо веселого времяпрепровождения, это еще пополнение словарного запаса и расширение кругозора. Для начала познакомимся. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Алексей Феркин, работаю риэлтором. Добрый вечер. Меня зовут Алексей Артур. Я студент первого курса юридического факультета в СВФУ. Мы школьники гимназии Центра глобального образования, учащиеся 10 класса, Кратов Алексей и Никишин Дмитрий. Для начала определим, кто из вас будет отвечать первым. Для этого я задам вам достаточно простой вопрос. Ваша задача – отреагировать на него максимально быстро. Знаете ответ, смело нажимайте кнопку на тумбе. Русский народный промысел, художественная роспись изделий, в которой преобладает синий-голубой цвет, называется гжель, хохлома или палих. Хохлома. Это неправильный ответ. У вас право ответа. Так, Жель. Скорее всего, да. Жель. Это правильный ответ. Вы будете отвечать первыми. Игра проводится между командами, которые отвечают на вопросы по 4 блокам: город, регион России, страна и река. В каждом блоке по 8 вопросов, которые задаются по очереди. После зачитывания ведущим вопроса на обдумывание каждого ответа дается 20 секунд. В студии работает таймер. Если игроки сразу знают ответ, они могут не дожидаться окончания работы таймера и ответить на вопрос. За каждый верный ответ засчитывается 1 балл. Если игроки отвечают неверно, право ответа переходит к команде соперников. Мы начинаем первый тур, посвященный городам. Какой город назывался городом невест? Иваново. Это правильный ответ. Молодые люди. Зачем женщины из других городов съезжались в Иваново? Ну, пожениться. Чтобы работать швеей. Как называют жителей города Иваново? Иновчане. Это неправильный ответ. Школьники, у вас право ответа. Как? Ивановцы. Ивановск. Ивановчане. Как думаешь? Не знаю. Попробуем. Ну, иванчане. Это неправильный ответ. Правильный ответ – ивановцы. Алексеевы. На берегу Волги в Ивановской области расположен город Плес, где жил и работал великий русский пейзажист. Именно здесь он написал такие картины, как «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и «После дождя Плес». Назовите этого художника. Иван Шишкин, Исаак Левитан, Алексей Саврасов. Точно не Шишкин, либо Саврасов. Левитан. Алексей Саврасов. Это неправильный ответ. Гимназисты. Исаак Левитан. Это правильный ответ. Гимназисты. В этом городе проживает более 500 тысяч человек. Он расположен на берегу Ангары в 65 километрах от озера Байкал. Что это за город? Иркутск. Это Иркутск. Это правильный ответ. Алексеевы. Какое из этих прозвищ Иркутск получил в XIX веке за свою архитектуру и роль культурного центра? Сибирский Париж, Сибирский Рим, Байкальская столица. Мы думаем, что, скорее всего, тут не Рим, а Сибирский Париж. Это правильный ответ. Гимназисты. Зимой на Ангаре в черте Иркутска не замерзает участок длиной более 10 километров. Какая причина этого техногенного явления? Черти Иркутска не замерзает, сейчас длина более
Еще можно. Короче, технокинули. Да. Время вышло, ваш ответ, гимназиста? Ну, что-нибудь. Ну, что-нибудь. Что? Не знаю, завод. Или... Ну да, завод. Это неправильный ответ. Алексеева, будет попытка. Ну, скорее всего, ну тут Иркутский целлюлозно-бумажный завод. Фабрика. Все-таки причиной этого техногенного является сброс теплой глубинной воды с Иркутской ГЭС. Алексеевы, вопрос для вас. В Иркутске установлен памятник букве русского алфавита, которая вышла из употребления после реформы 1918 года. Какая это буква? Ерь. Говори. Ерь. Как это буква произносится, я не знаю. Как буква? Буква Е? Да, ну твердый знак. Да, это правильный ответ. Да. На этом первый тур завершен. Игроки, ну что ж, давайте знакомиться. Алексей, вы учитесь на юридическом факультете. Как дается вам учеба? Довольно интересно. Узнал уже много нового за первый курс. В принципе, сама дисциплина, специальность мне нравится. Иду на... Ну, специальность — это правообеспечение правоохранительных органов. Поэтому, скорее всего, пойду в силовые структуры. Вот. Молодые люди, гимназисты, скажите, пожалуйста, вы уже учитесь в 10 классе. Скорее всего, у вас уже началась профилизация. Какого профиля ваш класс? Медицинского. Почему выбрали именно такой профиль? Ну, из-за углубленного изучения биологии У нас и обоих. химии. Биология и химия. Да. Планируете куда-то поступать в будущем? Уже определились? Ну да, с биологическими профессиями, в принципе. Медицина может быть, но Но вряд ли. да. Неплохой выбор, это похвально. Игроки, первый тур завершен. По его результатам команда Алексеевых дала 3 правильных ответа. Команда гимназистов 2 правильных ответа. Мы переходим ко второму туру, который посвящен регионам Российской Федерации. Алексеевы – это самый маленький регион Российской Федерации. Его площадь всего 3123 квадратных километра. Назовите этот регион. Ну, скорее всего, тут Ингушетия. Это правильный ответ, это Ингушетия. Гимназисты, назовите столицу Ингушетии. Майкоп. Ну, Как? Майкоп. Нет, это неправильный ответ. Алексей. Магаз, новая столица же. Это правильный ответ. Алексеева. Ингушетия находится в географическом центре Кавказа. Между какими регионами России она находится? Ну, с правой стороны Дагестан, с севера Чечня, с запада Республика Осетия, Алания. Это правильный ответ. Чеченская республика и Северная Осетия. Гимназисты. Откуда возникло название Республики Ингушетия? От слова «башня», от слова «горы», от имени языческого божества. Слушайте, так. От имени языческого божества. Это неправильный ответ, Алексеева. Ну, я знаю, что в Ингушетии, на Северном Кавказе строят башни вот такие. Слово «башня». Это правильный ответ. Действительно, от слова «башня» по-ингушски оно звучит как «гала», а сами ингуши называют себя жителями башен. Алексеевы, вопрос для вас. Ингушский край веками славился своими родовыми башнями. Как называются самые знаменитые ингушские боевые сооружения? Вовнушки, Эгикал, Тхаба-Эрды. Мне кажется, Эгикал. Медиа. Точно не Волнушки, да. Не Вовнушки. Давай говори. Эгикал. Это неправильный ответ. Гимназисты.
Давайте Хабаер, да? Это неправильный ответ. Правильный ответ – Вовнушки. Эти башни, между прочим, входят в список чудес света. Гимназисты. Какой город в Ингушетии теснее всего связан с Великой Отечественной войной? Магаз, Серноводск, Малгобек. Не знаю. Серноводск, там сера есть. Ну, для... Ну, ну, давай. Серноводск? Это неправильный ответ, Алексеева. Ну, остается только Малгобек, Магаз, Новый город. Совершенно верно, это правильный ответ. Алексеевы. Кто в 1239 году захватил Магаз? Татаро-монголы, гунны, арабы, половцы. Нашествие. Татаро-монголы. Это правильный ответ. Гимназисты, вопрос для вас. Ингушетия – самая дресс-кодная территория в России. В республике нельзя ходить по улицам в шортах с оголенными щиколотками и плечами. Даже летом, когда температура достигает плюс 40 градусов в тени. Почему? В чем причина? Допустим, религия. Религиозная причина? Это правильный ответ. Действительно, это самая мусульманская республика в России, 99% жителей. Даже не Чечня. Республики мусульмане сунниты. На этом второй тур завершен. Эркин, впечатляет ваше познание в области географии. Я думаю, что вы много посетили мест. Где были? Я в Россию, объездил, конечно, много регионов. Вот, Новосибирск, вот понравился, Урал. Самый красивый Дальний Восток. Природа. И люди простые. Самый простой народ живет на Дальнем Востоке. Артур, солидарны ли вы с отцом и успели ли сами посетить другие регионы России? Я был и на юге, вот в Анапе, в Сочи, и в Крым, в центре России был, и тоже Новосибирск, Сургут. И, конечно, Дальний Восток объездил, Владивосток, Хабаровск. А какой регион вам запомнился больше всего? Какой регион вас впечатлил? Может быть, природою, городскими достопримечательностями, культурными? Крым, наверное, из-за контраста с республикой. Я был, в Москве, Питере, само собой. Был в Калининграде и... Где я еще был? В Благовещенске я был. Отлично. Благовещенск, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Какой город вас впечатлил больше всего? Думаю, Калининград. Думаю, Санкт-Петербург. Чем? Сам по себе город красивый, архитектура красивая. Ну что же, давайте подведем итоги второго тура. По его результатам Алексееву у нас заработали 6 правильных ответов. Гимназисты пока только 1. Но мы не отчаиваемся и идем дальше. Следующий тур посвящен странам. Алексеевы, в этой стране с 1949 года все женщины подлежат призыву в армию, которые обычно проходят службу в течение 2 лет. Назовите эту страну. Израиль. Это Израиль, это правильный ответ. Гимназисты, назовите столицу Израиля. Израиль. Иерусалим. Это не Иерусалим, это неправильный ответ. Алексеева. Тель-Авив. Тель-Авив, это правильный ответ. Алексеева, какая валюта находится в обращении в Израиле? Так, помню. Валюта в Израиле. Израиль еврейский. На языке крутится. Забыли. Гимназисты, может быть, вы знаете правильный ответ? Валюта в обращении в Израиле. Называется? Нет, мы не знаем. Ответа нет. Шекель. Гимназисты, как называют звезду, расположенную на флаге Израиля? Так, как это?
Давидова звезда, Давидовская. Это правильный ответ. Звезда Давида. Алексеевы. С кем не граничит Израиль? Ливия, Сирия, Иран. С Ираном, по-моему, не граничит. С Ираном. Иран. Это правильный ответ. Гимназисты. На территории какого государства образовался современный Израиль? Византия. Турция. Это не Турция. Палестина. Это Палестина. Это правильный ответ. Алексеевы. Какие моря омывают Израиль? Ну, Средиземное море, и у них свое море есть мертвое, и плюс там кусочек 15-20 километров Красное море. Это Курорт Хейлат. самый точный, самый правильный ответ. Действительно, Средиземное, Красное и Мертвое. Гимназисты. В Израиле находится самый древний населенный город в мире, которому насчитывает 11 тысяч лет. Какой это город? Иерусалим. Это неправильный ответ. Ну, естественно, это Ерихон. Это правильный ответ. На этом третий тур завершен. Алексеевы. Впечатляющие ответы, в основном за счет, конечно же, отца. Артур, как у вас познание в географии, вот если бы не блестящие ответы Эркина? Ну, по России было бы, наверное, сложно, но на глобальной карте, благодаря отцу с раннего детства, все-таки есть весомые такие знания. Вот вы озвучили очень интересный момент. Благодаря отцу, отец каким образом вас знакомил с географией? Ну, в детстве, там, допустим, буквально от базовых типа предметов, как карта, через различные культурные аспекты, то есть там спортивные, через различное кино, вот. Я в 3 года повесил на день рождения сына карту с флагами, политическая карта мира. Я любил смотреть спорт. Ну, вообще люблю смотреть спорт. Вот. Ну, допустим, французский биатлонист, там, Франция выходит, там флаг. Я говорил, иди найди на карте. А там флаги тоже были вот так, стран. И ребенок как бы искал и интерес к этому. Триколор французский, там синий, красный, белый. Вот. Развивается ребенок. Спасибо большое за такое воспитание. И видите, интерес есть у Артура. Это видно невооруженным глазом. Гимназисты, как у вас уроки географии в вашем центре глобального образования? И какие оценки у вас по географии? Сейчас больше идет, углубление в соцэконома, не, собственно, Ну, там всегда с 10 Географическое. класса углубление социально-экономической географии только. Оценки у нас обоих 4 вроде. да. География. Как думаете, если учительница по географии посмотрит передачу, она будет вами гордиться? Я думаю, нет. Не знаю. Мне кажется, что да, потому что вы проявили интерес к передаче, носящей такой географический характер. Одно это достойно похвалы. Я думаю, что если даже где-то были неправильные ответы, теперь для вас это действительно возможность узнать больше о географии, да? Понять для свои недостатки, и действительно еще можно все успеть. Ну что же, давайте подведем итоги третьего тура. Алексеевы, у вас 6 правильных ответов. Гимназисты снова 1. Впереди 4-й тур. 4-й тур посвящен, конечно же, реке, согласно названию нашей телепередачи. Алексеевы, вопрос для вас. В каких странах, кроме России, протекает Иртыш? Ну, Иртыш длинная река, по-моему, если не ошибаюсь, 5000 с чем-то. Вот. Казахстан и Китай. По-казахски же Иртек или Иртеш, или что называется. Здорово. Это действительно Китай и Казахстан. Вы правы. Гимназисты. Куда впадает Иртыш? Непонятно. Море какое. Какое море?
Да. Река какая? Время вышло. Ваш ответ. Ну, это приток Оби. Приток Оби. Это правильный ответ. Молодцы. Алексеевы, какая река длиннее? Иртыш или Обь? Север идешь. Ну, тут и Обь длинная, и Иртыш длинный. Ну, скорее всего, наверное, Иртыш. Это правильный ответ. 5 с чем-то, Действительно. Обь где-то 4000, по-моему. Вы правы. Длина Иртыша составляет 4248, в то время как Обь 3650. Гимназисты. Иртыш берет начало в ледниках Монгольского Алтая в Китае. Как называется верховье Иртыша на территории Китая? Черный Иртыш, холодный Иртыш или Катунь? Территория Китая. Холодный. Холодный. Ну, давайте холодный. Холодный Иртыш. Это неправильный ответ, Алексеева. Ну, скорее всего, Катунь. Это неправильный ответ. Правильный ответ – черный Иртыш. Алексеева. Эту рыбу из семейства осетровых, обитающую в Иртыше и достигающую тонну веса, называют живым ископаемым и ровесником динозавров. Что это за рыба? Сом, наверное. Самое известное. Ну, я сюда. Щука. Это неправильный ответ. Гимназисты, будет ли попытка ответить? Белуга. Это правильный ответ. Молодцы. Гимназисты. Какой из российских городов расположен на реке Иртыш? Тобольск, Воронеж, Томск. Давайте Томск. Это неправильный ответ. Спасибо. Тобольск, Тобольск, совершенно верно. Томск, Томи. Алексеевы. В 1585 году в сражении на реке Иртыш погиб покоритель Сибири. Как его звали? Ну, естественно, Ермак. Правильно. Гимназисты. На берегу широкой пустынной реки стоит город, один из административных центров России. В городе крепость, в крепости Острог. В Остроге уже 9 месяцев заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда. В каком известном произведении был упомянут Иртыш, на высокий берег которого выходил главный герой? Что я не уверен. Есть идея? Нет идеи. Знакомое что-то. Давайте позволим вам небольшую подсказочку. Этот роман по программе вы изучали совершенно недавно, в 10 классе. В 10 классе роман. Известное произведение. Совершенно недавно. «Война и мир». Это неправильный ответ. Алексеева. Помню ничего. Недавно «Война и мир» была. А почему война и мир должна быть? Что происходить? Ну, да. Нет. Ответа нет. Преступление и наказание. Федор Михайлович Достоевский. На этом 4-й тур завершен. И он же... Ну что же, игра завершена. Расскажите о своих ощущениях. Какими вам показались вопросы? Чрезмерно легкими для вас, любителей географии? Школьная программа же. Это школьная программа, действительно. Программа. Ну, хороший вопрос, интересный, познавательный. Вот. И по истории же тоже есть. Вот преступление, наказание, Ермак. Вот хороший вопрос. Валюта Израиля была. Шекель. Мы забыли. Спасибо, что оценили. Артур, какие ваши впечатления? Ну, это вообще мой первый опыт участия на телевидении, поэтому было довольно, так, слегка волнительно, но в целом вопросы очень хорошие, интересные, познавательно, поэтому я очень доволен. Ну, сами вопросы
Мне Не сильно понравились. сложные, Да. блин, на самом деле. Не сильно сложные, не сильно легкие. Ну, хороший вопрос. Можно новое узнать. Это самое главное, познавательно. Ну а давайте подводить итоги 4-го тура. По его результатам Алексеевы вы получили 4 балла, гимназисты дали 2 правильных ответа. По итогам всей игры Алексеевы на сегодня 19 баллов, это рекорд на сегодня, стоит отметить. И гимназисты 6 честно заработанных рекорд. баллов за нашу телевизионную игру «Города-реки». Спасибо вам за участие. До новых встреч. До свидания. До свидания. Это игра «Города-реки». Игра, в которой мы узнаем о мире и о друг друге чуточку больше. Хотите сыграть? Тогда мы ждем вас.